Все, не трогай. Добрый день, дорогие друзья. У нас, посмотрите, лопата, потом фанера. Сейчас пойдем закрывать фурии логово. Как вы видели на прошлом видео, она туда полностью провалилась. Сейчас лопату возьмем, сюда положим и фанеру. Фурия, привет. Фурия красотка у нас. Молодец. Кела. Все из-за еды здесь решает вопросы. Так, вот у нас фурия накопала здесь. Если честно, боюсь туда даже заглядывать. Ну, сейчас попробуем. Давайте посмотрим, что там она нарыла. Еще больше яма. Туда прям вглубь. И она всю ночь, кстати, не выходила с этой ямы. Всю ночь. Разрыла, видите, сбоку и заскочила. И всю ночь она спала там, а Акела спал в этом логово. Вон, видите, ей не нравится, воет. У нее живот подпустился. Но если бы она готова была там сегодня рожать, она бы не выходила с этой ямы. Ну, закопаем сейчас. Что делать? Нам не нужно, чтобы она здесь была. Но если она уже здесь разроет, опять будет рыть, постоянно рыть, и здесь родить, тогда уже что поделать, уже ничего не сделаешь. Вот хоровое пение. Подкопал вот так вот все вокруг, положил доску. Сейчас здесь кирпичи еще сверху кину. Но уже будет тяжелее намного, если только оттуда, откуда-то не начнет рыть, чтобы попасть в логово. Только если так. Сейчас пойду за кирпичами схожу. И все. Фурия, конечно, очень это, как сказать, переживает. Ну все. Закопал. Положил кирпичи туда. Надеюсь, еще крепче все будет. Кела, привет. Ты, как всегда, неотразим. Фурия прям во сколько там по времени, где-то 11:30 начала копать, к часу ближе, по-моему, или к 12. И все, только с утреца выскочила. У нее вот как будто живот уже опустился. Буквально. Что, он схватить хотел? Не успел, отвернулся сейчас. Акела хотел схватить меня. У нее опустился, говорю, живот. Буквально, ну мне так кажется. Сегодня-завтра должна готовиться к родам, может и родит. Посмотрим. Он следит за мной. Видите? Царевна. Интересно, мясо вытащили? Отсюда нет? Нет, не вытащили. Мясо уронили.
фурия следит за мной. Схватить меня хочет. У нас закат красивый, огненный. Дорогие друзья, вот много из вас пишут, что мне не хватает петлички. Вы мне, пожалуйста, подскажите, какие есть хорошие беспроводные петлички и где их можно заказать. Вы можете не сюда в комментарии писать, чтобы рекламировать эти петлички, а мне прям на WhatsApp. Ну, молодец, Акел. Все пометит. Ну да, и впрут вот это все, молодец. Молодец вообще. Так держать. Ну, я буду очень благодарен, кто мне напишет в личку, в WhatsApp. Номер привязан под видео в описании. Поэтому буду ждать. Там что-то тоже копает у нас Ари. Сейчас я вам с другого ракурса покажу. Акела у нас вытащил мясо из воды, не успел заснять. Акелыч. Творог и молочко не так едят, не особо. Будешь купаться, Акела?
главное, это все. Волчара. Отражение прям в воде красивое. Кел, ты как король лев. Иди ко мне. Твоя дочка сегодня отличный результат показала, Вега. Понятно? Смотрите, какая волчица с заячьим хвостиком. Красотка. Люба. Она у нас, посмотрите, прям в тюряге строгого режима. Очень опасная девица. Красотка. Альфочка, скажи, когда за мной хозяин приедет? Сказал, обещал в начале мая. Альфочка. У нас воин и Балто. Вот этот растет малыш, который абрикосик. Сейчас мы придумаем ему название. Он прям встает с каждым разом все больше и больше на волчару похож. Это маленькие отдыхают уже. Вот так вот, давай. Вместе с ними. Ну, абрикос, ну-ка прекращай. Вот они, детишечки. Скажи, вольника отсадили, хоть спят спокойно.
красавцы. Все красивые. У нас сегодня приезжал трактор, работал. Ну вот смену целую. Вот такую кучу нагреб. Здесь у нас получается расстояние 50 метров примерно до вот этих вольеров от заборов. Ну, здесь он еще не доработал, правда. Сколько здесь у нас? Ну, полдня работы точно еще есть. Вот такую кучу нам сгреб. Ну и здесь тоже вот сгреб кучу. До забора 50 и примерно на 30. 50 на 30. Вот так вот. Смотрите, как все сделал. Работы, правда, еще здесь предстоит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Потому что посмотрите, сколько деревьев. Сколько здесь всего у нас. Но все же отработал свое. Почистил здесь. О, смотрите, какая красота. Деревьев, конечно, просто уйма. Такая уйма. Гора. Наверное, метра 4 на 15. Вот такая гора. Это нужно все вывозить. Ну или щепки все. В щепки все перерубить. Вызвать специальную аппаратуру. Потому что которую я покупал там за 25 или 30 тысяч, я не помню, она не пойдет. Она вот такие маленькие щепочки, вот, которые валяются, такие только. А вот такие деревья, конечно, не пойдет. В принципе, можно будет с этих деревцев что-то придумать, что-то сделать. Но это столько работы предстоит. Здесь, ну, 2-3 человека на месяц, чтобы что-то с этого разобрать, сделать. Тут не один день это делается и не неделю. У нас, посмотрите, здесь забор. Здесь под забор все подготовлено. У нас тут, как говорил, будет конюшня. Не наша, а конный клуб. Люди здесь купили 2 гектара под конный клуб. Вот, посмотрите, какая огромная просека. Это еще в прошлом году Сергей привозил свою технику. Мы здесь работали. Здесь будет вот так вот до конца забор. Там у нас 150 метров. Отсюда даже вон видно то дерево, где конец. Видите, черный пакет висит. Вот. Ну и вот. Вышли такую вот. Здесь еще поработать нужно. Нам будет посадить. С той стороны посадить. Посмотрите, какой закат у нас. Красота. Красотища. Насчет озеленения тоже пишите, дорогие друзья, в WhatsApp, какие предложения, кто что, у кого какие идеи есть. Вызывал я ландшафтного дизайнера. Что-то все так долго делает он. Не знаю, может быть, что-то придумает, что-то сделает. Вот у нас вот такой вид. Хотелось бы что-нибудь сюда тоже посадить, чтобы особо забор не был так виден. Кроме туй, что можете предложить? Вот тут тоже спиляли вчера дерево. Пилили мы. Где оно? Тут, наверное, трактор сегодня попросили, убрали, да? Убрали. Молодцы вообще. Молодец, тракторист, убрал. Видите, оно задевало дерево, видно даже. Вот тут огромное дерево стояло на этом месте. Вот такое же, как вот это вот. Ну, все повыкорчевывали, убрали, спилили вчера. Красота. Это тоже дерево, скорее всего, будем убирать. Хотя оно красиво здесь стоит. И здесь тоже так же отсыпать стояночку будем, как тут. Вот ее, конечно, утрамбовать нужно будет. В общем, доброй ночи всем.